Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами программа «Кинолетопись Якутии». Тема сегодняшней передачи – поселок Жатай, которому в этом году исполняется 75 лет. И кто же знает лучше историю развития этого поселка, чем человек, вся трудовая деятельность которого связана с этим поселком. Это лауреат Государственной премии Максима Кировича Амосова и кавалер ордена «Полярная звезда» Кистенев Анатолий Ефимович. Анатолий Ефимович, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас приветствовать. И начнем мы с вами с самого начала. Поселок Жатай, тогда он еще так не назывался, но первые какие-то записи о нем относятся к 20-м годам прошлого века. И, по-моему, тогда именно на той территории было молочное и зерновое производство. Так. Вот давайте отсюда и начнем. Ну да, действительно, Жатай берет начало свое в конце 20-х годов. Тогда действительно на территории будущего, будем говорить, Жатая располагался совхоз, или в то время, как он там назывался, как-то может быть по-другому, но это был как бы действительно совхоз, который, предназначение которого было обеспечение как бы флота продуктами питания, необходимыми продуктами питания. Потом уже в начале 30-х годов уже Якутская нефтебаза, ну, она так условно была, Якутская нефтебаза, то, что там завозили нефтепродукты в бочках, и там как бы недалеко от главной усадьбы совхоза хранились как бы вот эти бочки с нефтепродуктами, которые положили потом начало создания предприятия Якутская нефтебаза. В Жатае два градообразующих предприятия. Это нефтебаза и сам завод. Да. И получается, что в основном жители жатайцы, они работают именно на этих предприятиях, так? Да, в свое время так и было, потому что у нас два градообразующих предприятия. Это Жатайский завод, в первую очередь, это Жатайский завод, ну и, соответственно, Якутская нефтебаза. Жатайский завод тоже же, история его, будем говорить, прихода в Жатай, она тоже как бы не совсем как бы такая ровная была. Да, там работали изыскатели, смотрели эту протоку на слияние двух речек Мархинка и Сафоновка. Значит, долго как бы, видимо, принимали решения. И только в 1943 году, когда в Хатыстахе случилась беда, и когда 9 мая или перед 9 мая потопило флот, тогда резко приняли решение о том, что надо располагать и защищать флот, тот, который есть. И вот тогда было принято решение переместить Хатыстахский затон непосредственно в Жатай. Вот так как бы там появился Жатайский судостроительный завод. Ну, вначале просто отстой, а потом уже этот отстой вырос в большое как бы городообразующее предприятие. Жатайский судоремонтный завод – один из крупнейших на Лени. К нему приписаны сотни буксиров и баш, танкеров и катеров, лесовозов и пассажирских лайнеров. Каждый, кто работает здесь, отлично понимает, от него зависит успех будущей навигации. Ну и, соответственно, то, что связано было с Якутской нефтебазой. Начало ее было как бы тоже положено в начале 30-х годов, в отличие как бы от Жатайского завода, который в 1943 году пришел. Ну и вот таким образом, значит, тоже Якутская нефтебаза как бы является более старшим предприятием. Наверное, в военные годы все-таки поселок приобретал какое-то такое уже стратегическое значение. Ну, естественно. Это же Северо-Якутское речное пароходство, все время было СЯРП. Это завоз грузов, который был необходим. Значит, там же как бы проходила трасса Североморского пути, которую надо было обеспечивать и продуктами питания, и, соответственно, как бы все это горюче-смазочными материалами. Все это как раз работало непосредственно для фронта. И поэтому, конечно, в то время это имело стратегическое значение. А на сегодня какая численность поселка? Ну, порядка 12 тысяч человек. Порядка 12 тысяч человек. А перспективы, конечно, развития тоже есть, да? Конечно, есть. Ну, во-первых, строится судоверфь, как бы крупная, большая как бы судоверфь.
которая как бы должна строить флот. Ну, в свое время Житайский завод тоже строил флот. И такая как бы начинали с мелкосидящих, с барж начинали, строили как бы шаланды, строили большие баржи, ну и потом начали строить БТК, это буксирный теплоход колесный, который предназначался для малых рек, ну и довольно-таки успешно работали же, строили все. Потом уже вот как бы, когда пошла перестройка, и седаете, как бы никому ничего стало не надо, и постепенно судостроение заглохло. Но на сегодняшний день флот стареет, и как бы сильно стареет, и так его как бы регистр продлевает, наверное, закрывая глаза на старость этого флота, продлевает его эксплуатацию. Но как бы то ни было, конечно, нужен новый флот, который как бы и должен строиться на вот судоверфи, которая как бы строится. Ну, конечно, такая мощная река, она, конечно же, будет постоянно требовать того, чтобы на ней работали, чтобы река служила, скажем, до всей республики. А кого, скажите, вы могли бы вот сейчас прямо сходу тогда назвать из тех, кем гордится Житай? Ну, таких людей много. Фактически, будем говорить, все те люди, которые как бы начинали, которые строили, которые в годы войны как бы строили, послевоенные как бы годы строили, действительно ими всеми можно гордиться. Сколько знаменитых капитанов как бы у нас, сколько механиков как бы знаменитых, которые как бы были, их просто не перечесть. Если сейчас начать назвать кого-то, ну, можно обидеть других. Но из таких как бы руководителей, которые были, ну, соответственно, мы все как бы помним Богдановского, Чередниченко, Шамшина, Кайдышева, Чистякова, потом последний Степанов, значит, директора Житайского завода. То, что касается Якутской нефтебазы, это Бевзенко, Степанов, значит, тоже Степанов, Попов, значит, те, которые как бы были. Значит, те Антонов, вот он буквально недавно как бы только уволился, значит, те директора, которые внесли тоже большую лепту в развитие предприятия. Вот, значит, вот эти вот люди, которыми действительно реально можно гордиться. Вы руководили поселком многие-многие годы. И скажите, вот какие проблемы для вас были наиболее, так скажем, затруднительными, что ли? Знаете, вот в начале, когда поселок фактически строился, жил, как бы расцветал, будем говорить, строился, в то время поселковый совет, исполком поселкового совета, когда я начинал деятельность, по большому проблем не было. Все содержалось за счет предприятий. Вот Житайский завод и Якутская нефтебаза. Значит, жилье у них, соцкультсфера у них, будем говорить. Фактически в то время в исполкоме было что? Школа одна, ветпункт, да? Ну и в принципе все, детские сады тоже были, все же было на балансе предприятий. Конечно, в 90-х годах, когда вот начался переход, все же от всех начало отказываться. Не нужно как бы жилищно-коммунальное хозяйство, не нужны детские сады, не нужна культура, ничего же не стало нужно. И вот тогда все как бы стало ложиться на плечи, ну, уже администрации. В то время как бы реформа как бы была, исполкомы закончились в 92 году, и начались как бы администрации как бы поселений, те, которые как бы были. И вот это все начало как бы ложиться на плечи, будем говорить, администрации. И вот тогда надо было все это, ничего не потерять, главное, ничего не потерять. И вот мы не потеряли ничего, Житай ничего не потерял. Вот мы сейчас смотрим с вами кадры фильма, который снимался к 50-летию поселка. И вот скажите, за последние 25 лет, вот какие кардинальные изменения произошли в поселке? Ну, одним из кардинальных, как бы, это ликвидация аварийного жилого фонда. Это действительно кардинальная задача, которую мы не побоялись в свое время обозначить. Мы же признали фактически весь жилой фонд аварийным. Это было страшное такое событие, потому что люди могли подавать в суд, а в то время денег как бы нету, ничего нету, за счет чего строить или за счет чего покупать жилье для аварийщиков. В то время как бы это было
такой решительный такой поступок. Но мы это сделали. Спасибо как бы людям нашим о том, что они поняли. Ну и в принципе все спокойно как бы будем переживали, ждали, надеялись, ну и мы их не обманули. Мы первые в Российской Федерации закончили программу переселения из ветхого аварийного жилья. Это действительно было, это каждый раз как бы как сдача дома, это была радость за тех людей, которых мы переселяем. Ну вот, это вообще здорово. И в нашем центре есть достаточно много материалов по истории Жатая. И так отрадно наблюдать, как он меняется, как из маленького поселочка, да, с определенными целями все-таки вырастает такой хороший, добротный уже, ну, я не знаю, просто поселок городского типа. Я думаю, что у него тоже есть большое будущее. Так? Как вы считаете? Ну, я тоже считаю, что, конечно, как бы есть большое будущее. Ну, с учетом как бы вот строительства судоверфи, как бы, если посмотреть по плану, то, в принципе, строительство судов и достаточное количество как бы, судов, которые планируется построить, естественно, это дополнительные как бы, рабочие места. Уже сегодня на территории Жатая строится дом для специалистов, строится общежитие для специалистов судоверфи. Ну, как бы идет так, помимо того, что строится производство, должно строиться еще там, где люди будут жить, тем более специалистов такого уровня судостроителей в Жатае не хватает. Соответственно, как бы, если люди будут приезжать, то они должны приехать как бы и семья, чтобы рядышком была, и все. Поэтому я думаю, что это, конечно, будущее есть. Город будет. Да, я знаю, город будет, да. Будет расти. И нам хочется от нашего аудиовизуального центра поздравить всех жатайцев с юбилеем, пожелать дальнейшего процветания, поздравить лично вас, Анатолий Ефимович, с вашим личным юбилеем. Так что будем надеяться, что все сложится так, как мечтал тогда глава поселка Жатай Кистенев Анатолий Ефимович. Я думаю, что все сложится и все будет хорошо в Жатае. Он Большое будет спасибо. самым лучшим Да. населенным пунктом республики. Да, спасибо. Пожалуйста, всего доброго вам.